В Министерстве энергетики и промышленности рассказали о мерах со стороны властей, которые принимаются для сглаживания цен на рынке ГСМ Кыргызстана. По словам представителя ведомства, принимаются меры, чтобы активизировать деятельность внутренних нефтеперерабатывающих заводов, так как в настоящее время имеется официально 11 заводов, из них 8 рабочих и 3 крупных. Если наши большие заводы типа Джунды и Токмакский нефтеперерабатывающий завод заработают, то мы уже большую долю внутреннего потребления могли бы перекрыть сами вот этим направлением. В целом нужно сказать, что если всю проектную мощность наших заводов взять, то она составляет более 2 миллионов тонн. Даже если мы в какой-то степени сможем загрузить, мы тем самым достаточно можем влиять на внутреннее ценообразование через регулировку вот этой стоимости нефти. Эксперты считают, что Кыргызстану пора перестать зависеть от зарубежного топлива. Надо провести переговоры с другими странами о закупках сырой нефти, чтобы перерабатывать ее внутри страны. Запустив нефтеперерабатывающие заводы, можно будет обеспечить внутренние потребности страны. Тогда и цены будут стабильными. Почему мы не можем рассматривать варианты, скажем, покупки того же сырья у туркменов, я не знаю, у тех же узбеков, у тех же других, Ирана, например, да, но по принципу бартера, по принципу свопов, например, да. То есть это, конечно, в теории звучит хорошо, но насколько это реализуемо, здесь нужно работать, то есть здесь нужно вести переговоры, но мы пока не видим четких, скажем, механизмов, предлагаемых со стороны государства и правительства особенно, да. То есть мы все еще, как зависимы были от России, так и пытаемся там договориться с россиянами, там, там, дайте нам чуть-чуть. Это, я считаю, неправильно, надо стараться выходить на другие рынки. У нас на сегодняшний день заводы стоят здесь, да, не работают. В Кыргызстан ГСМ доставляется из России и Казахстана. Российская Федерация в свое время дала возможность завозить топливо на кыргызстанский рынок без уплаты таможенных пошлин. А экспорт этого товара из Казахстана в Кыргызстан прекратился с января 2021 года. Кыргызстан третий год ведет переговоры о поставках ГСМ с Казахстаном, но результата пока нет. Почему мы с ними не ведем переговоры? Да? Я знаю, когда мы спрашиваем, они говорят, там ведутся переговоры. Допустим, мы отправили договор туда, они посмотрели, отправили нам. Примерно такие вот, скажем, ответы мы получаем. Но конкретно таких действий нет. Повышение цен на ГСМ имеет очень большое социальное значение, потому что от этой цены оно влияет на все отрасли экономики и в целом на жизнь населения. Поэтому подорожание ГСМ ведет к автоматическому подорожанию всего остального. Наша съемочная группа решила поинтересоваться у автолюбителей, насколько повлияло подорожание топлива на них. Как минимум 1,5 мыңга учум 2000-ге жакын. Азыр ощутимо эле, бир топ эле. 800 сомго болбогон эле солярка койдум, ал 1-2 курткан эле төнөт ал кайра уже. Кайра дагы куюш керек 800 сомго. Кыргызстан ежегодно потребляет 1 миллион 200 тысяч тонн ГСМ, из которых 20% покрывается за счет местных нефтеперерабатывающих заводов. В период пандемии коронавируса почти все местное производство остановилось. Значит, на данный момент почти весь объем ГСМ доставляется из России, отмечают специалисты. Азамат Кенжешев, Нурболсун Тургуналиев, НТВ.